Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и о главных событиях к этому часу. Обещанное потепление пока откладывается. В Татарстане крепчает мороз. Республика находится во власти сильного антициклона. Гидромедцентр сообщает, сегодня после 9 вечера столбик термометра местами опустится до минус 28 градусов. На дорогах гололедица. МЧС вновь рекомендует одеваться по погоде, избегать длительного пребывания на улице детей и не выезжать за город без острой необходимости. В выходные в Татарстан придет северо-западный циклон. Он принесет в республику небольшое потепление и осадки. Температура будет в районе минус 12 градусов. Из казанских аптек исчез популярный среди жителей антибиотик широкого спектра амоксиклав. Дефицит подтверждают и фармацевты. Почти везде последние поставки были больше месяца назад. За это время лекарства раскупили. Такой ажиотаж связывают с повышением сезонных заболеваний. Осложнение ОРВИ лечат именно антибиотиками. Еще одна версия – повышенный спрос на амоксиклав среди мобилизованных. В одной из аптек поделились, препарат производят в Словении. Значит, есть место и снижению импорта из-за санкций. Почему пропало лекарство, есть ли ему замена и появится ли амоксиклав вновь на полках, узнала Алия Хайрудинова. Я обошла несколько аптек. Все, что здесь поблизости, амоксиклава нет. Эльвира Нагимова – мама 3 детей. Старшая – 5-классница, младшие ходят в детский сад. 2 недели назад малышки простыли. Сейчас вирусный ОРВИ дал осложнение, воспалилось горло. Педиатр прописал антибиотик амоксиклав. Эльвира обошла десяток аптек. Лекарства нигде нет, говорит она. Говорят, что непонятно, когда появится. Поскольку заниматься самолечением я не хочу и не могу, дети маленькие, то есть вынуждена пойти опять к врачу и попросить какие-то аналоги, чтобы мне выписали. Действительно ли препарат закончился? Мы решили проверить. Девушка, скажите, пожалуйста, есть амоксиклав у вас? Именно амоксиклав. Ага, а будет вообще в ближайшее время? Пока только аналоги в наличии. Только аналоги в наличии? Есть амоксиклав? Нет, я могу. А когда будет? Не могу сказать, подставьте, пока закончилось. Девушка, подскажите, пожалуйста, а есть амоксиклав? Нет, амоксиклава нет. А не знаете, когда будет? Пока его на складе нет. Как оказалось, в аптеках последние флаконы порошка для суспензии и таблетки для взрослых раскупили 2 недели, а то и месяц назад. Возросший спрос на препарат фармацевты связывают с обострением сезонных инфекционных заболеваний, а дефицит с тем, что его нет на складах поставщиков. На данный момент у поставщиков в наличии нет его. Рецепты идут, то есть от врачей тоже, но пока в наличии нет. Оказалось, столь популярный антибиотик выпускается славянской компанией. Так, дефицит амоксиклава может быть связан со снижением его импорта в Россию. Мы обратились к дистрибьютору в Москве. По словам представителя компании, спрос на препарат действительно вырос. Однако о причинах дефицита говорить не стали. Компания продолжает поставлять препарат в Россию и отгружать его дистрибьютора. Сочетание таких факторов, как увеличение общего спроса на антибиотики, а также ограниченный объем производственных мощностей, приводит к тому, что некоторые лекарственные формы препарата поставляются в объемах, которые временно не позволяют обеспечить возросшую потребность. Представитель Российской ассоциации аптечных сетей пояснила, причины дефицита препарата только в повышенном спросе, но в аптеках по рецепту могут предложить аналоги. Сегодня у нас как раз тот сезон, когда повышенный спрос. Никаких других причин нету. У нас есть уважаемые пациенты, которые себе впрок покупают лекарства, и такое может быть. И вот тот, кто впрок купил, он тем самым, в запас, он тем самым лишил следующего пациента. Все лекарственные препараты, которые поставлялись из-за рубежа, скажем так, они продолжают и не прекращали свои поставки. Оказалось, что о дефиците амоксиклава знают и врачи. К 18-й поликлинике Казани прикреплены 76 тысяч человек. За последнюю неделю диагноз ОРВИ поставили 178 пациентам. Недели раньше их было в 2 раза меньше. Гриппа у них пока нет, но есть осложнения – бронхит, ангина. Тут без антибиотика не обойтись. Всегда можно найти альтернативу, это не всегда амоксиклав. Сейчас мы знаем, что амоксиклава становится все меньше, и назначаем другие антибиотики. Антибиотики без назначения врача принимать нельзя. Болеть чаще стали и дети. К 11-й поликлинике Казани прикреплены больше 25 тысяч несовершеннолетних. В день только на одном участке врач принимает до 50 пациентов. Диагноз ОРВИ ставят каждому 5-му. Это в 2 раза больше, чем месяцем ранее. Аналоги все равно есть.
взаимозаменяющая терапия, то есть чувствительность на определенные бактерии, вирусы, которые склонны, они есть. В этом плане ажиотажа нету. Амоксиклав обязательно появится в аптеках, говорят фармацевты. А вот закупаться впрок и тем самым создавать дефицит, значит кого-то лишить назначенного препарата. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня на Казань-Экспо открылся Татарстанский машиностроительный форум. Отрасль для республики ключевая. У нас представлен весь спектр производства техники, начиная от легковушек, авиавертолетостроения до выпуска судов. Эти предприятия отгружают продукции на 800 миллиардов рублей. Это 5-я часть от общего объема. Форум открыли Рустам Минниханов, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, член коллегии военно-промышленной комиссии страны Вячеслав Шпорт и другие гости. Как отметили, потенциал Донбасса будет полезен для обеспечения технологического суверенитета страны. Рамиль Галиуллин продолжит. С символичного вращения шестеренок начинается Татарстанский машиностроительный форум. Передовые разработки на специальной выставке. Роботы, токарные станки, современное сварочное оборудование. Выставка машиностроения и металлообработки. Пример того, какой прорыв сделала отрасль за последние годы. Все эти разработки уже активно применяются в производстве. Стенды осматривают Рустам Минниханов и главы ДНР Денис Пушилин. Внимание гостей привлекает вакуумный насос, продукт татарстанской компании. Такую установку используют во всех отраслях промышленности. Все детали этой машины отечественного производства. Таких в России еще никто не делал. Насосы, которые здесь представлены, разработаны специально для Роскосмоса, и они в ближайшее время будут поставлены, отгружены на космодром Восточный, который сейчас активно строится и будет основной стартовой площадкой для ракет-носителей Российской Федерации. Станок плазменной резки. Компания из Чувашии привезла станки для плазменной резки металла. Машина позволяет обработать материалы с высокой точностью, не требуя доработок. После введения санкций приходится закупать комплектующие в Азии. Электроника и источники плазмы. То есть они имеются и у нас в Российской Федерации, производители. Это у нас Питер есть производитель, это у нас в Чебоксарах также есть Технотрон. Но, к сожалению, они пока не обеспечивают тех потребностей, которые мы хотели бы. Разработки представили 74 компании, 27 из которых татарстанские. На церемонии открытия Рустам Минниханов отметил, машиностроение – одна из приоритетных отраслей в республике. Объем отгрузки предприятий достиг 800 миллиардов рублей. Это 5-я часть от всего производства Татарстана. Сегодня стратегические направления развития республики – это сокращение доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств и модернизации экономики за счет инноваций и инвестиций. Перед нами стоит задача обеспечить технологический суверенитет страны. Крайне важно сделать акцент на локализации производимого продукта, поиске новых поставщиков среди отечественных производителей. В этом может помочь сотрудничество с Донбассом. Он традиционно славился своей промышленностью, подчеркнули участники форума. Потенциал Донбасса будет полезен в целом для развития нашей общей уже большой родины России. И существует или бытует мнение, что Донбасс это только про уголь, Донбасс это только про металлургию, но на самом деле и машиностроительное направление для Донбасса всегда было одним из приоритетных. Конечно же, я благодарен за ту поддержку от Татарстана, которую Донбасс ощущал и до начала операции, и ощущает ее сейчас. Республика Татарстан и Петербург – это базовые регионы, которые сегодня работают тесно с нашими братьями из Донецка. И я уверен, что вместе мы возродим ту былую славу великого индустриального, научного, интеллектуального центра, чем славилась всегда земля Донецкая. О развитии научно-технического и промышленного потенциала говорят на пленарном заседании. С уходом крупных зарубежных компаний на российском рынке появились перспективы для отечественного машиностроения. Так, на КАМАЗе готовят в следующем году перезапуск производства магистральных тягачей семейства К5. На Солерсе в декабре начнут продажи легких коммерческих авто взамен Форда
«Транзит». ЕЛАЗ освоил производство современных грейдеров и бульдозеров. В авиаотрасли наши предприятия работают над серийным производством пассажирских Ту-214 и над импортозамещением ключевых комплектующих вертолетов Ми и Ансат. Несмотря на определенные успехи, мы не должны останавливаться на достигнутом. Важно продолжить работу по подготовке специалистов с современными инженерными компетенциями для удовлетворения потребностей промышленности страны и налаживания эффективного взаимодействия между наукой и промышленностью. Обсуждать вопросы импортозамещения и разработки собственных технологий будут еще 2 дня. И сегодня на полях форума подписали ряд соглашений между технопарком «Идеи» и «Солярс», а также между Санкт-Петербургским политехническим университетом, СКАИ и КНИТУ. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов и отдельно встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В Казанском Кремле они обсудили направления, которые могли бы быть интересны двум регионам для сотрудничества. Перспективными называют металлургию, энергетику, машиностроение, IT и высокие технологии. Президент отметил, Татарстан активно сотрудничает с Луганской Народной Республикой в части восстановления Лисичанска и будет рад развитию связей с Донецкой. Денис Пушилин поблагодарил Рустама Минниханова и подчеркнул, ДНР заинтересована в выстраивании экономических связей с регионами. Здесь же, на полях Татарстанского машиностроительного форума, Рустам Минниханов встретился с членом коллегии военно-промышленной комиссии России Вячеславом Шпортом. Они обсудили вопросы развития промышленного сектора республики и реализацию перспективных проектов в области импортозамещения. Рустам Минниханов сегодня встретился и с главой Минстроя России Ириком Файзуллиным. Они обсудили реализацию федеральных и республиканских проектов в области строительства в Татарстане. Встреча прошла в Казань-Экспо. В Казани продолжается международный форум к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране объектов всемирного культурного и природного наследия. И сегодня говорят о религии. На территории Казанского Кремля открылась международная конференция «Объекты религиозного наследия». Старт ей дали представители духовенства. Они подчеркнули, с религией связаны почти 20% всех признанных мировых объектов ЮНЕСКО. Это храмы, церкви, мечети, синагоги, дацаны. Как отметили на форуме, именно по ним, как нельзя лучше, можно оценить путь развития человечества. В этом убедился и Рамиль Шайдуллин. Мы продолжаем работу форума. Сегодня говорят не только об историческом смысле культовых объектов, внимание к их духовному значению. Тема конференции – объекты религиозного наследия. В зале представители разных конфессий. Плечом к плечу здесь они обсуждают, как сохранить великое наследие прошлого. Уникальные храмы, мечети, синагоги и дацаны. Они не просто мертвые памятники, а живые свидетельства этой реальной картины многообразия нашей страны. Участников конференции приветствует духовенство республики и страны. С трибуны произносят слова приветствия патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обращение Кирилла митрополита Татарстанского. Все мы являемся свидетелями того, как под воздействием ненависти и злобы, хитрых манипуляций над сознанием народов, некогда входивших в единое российское цивилизационное пространство, происходит разрушение памятников, свидетельствующих о нашей общей истории и культуре. Подвергаются опасности храмы и монастыри, религиозные объекты других традиционных конфессий. И наша общая задача противопоставить этой разрушительной деятельности свою созидательную. Участники конференции отмечают, история помнит много трагических моментов, когда храмы подвергались разрушению. Один из примеров приводит главный раввин республики. Чуть больше 100 лет назад была закрыта единственная синагога в Казани. И только в 90-е решением Минтимера Шаймиева ее вернули общине, а в 2000-х при поддержке Рустама Минниханова она обрела свой исторический вид. Когда отняли синагоги в общине, это не просто был боль тех людей, которые тогда ходили в синагогу, им закрыли. Это была катастрофа для следующего поколения, которое росло здесь и даже не знало, что у них есть прошлое. И когда вернули синагоги, и когда восстановили ее, это не только была радость, что можно прийти, а это вдруг люди ощущали, что у них есть прошлое. Здесь подчеркивают, с религией связаны почти 20% всех признанных мировых объектов ЮНЕСКО. 3 из них находятся в Татарстане. Как известно, именно Казанский Кремль стал первым объектом республики, включенным в список ЮНЕСКо. Но, как сегодня вспоминают непосредственные участники событий тех дней, главным и решающим фактором стала как раз религия. Экспертов восхитили находящиеся в комплексе церковь и мечеть. Нигде и никогда в мире они не стояли так близко.
Поэтому интересен и уникальный татарстанский опыт, и опыт других регионов и стран по сохранению культовых сооружений, многим из которых не одна сотня лет. Мы были участниками многих конференций, особенно в Европе, но впервые мы собрались в Казани. И мы чувствуем, что для всех нас открываются новые коридоры для общения. Мы можем услышать много разных мнений, провести насыщенные дискуссии. Это очень и очень важно. Отрадно, что такие представительные гости, они все-таки приехали, несмотря на ситуацию в мире. Потому что многие и не верили, что данное мероприятие могло случиться, произойти. Но вот мы уже видим, что Аллах шукр, все прошло прекрасно. И вдвойне приятно, что это происходит именно в Татарстане. Как заметили участники, помочь в восстановлении монастырей и храмов может включение объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но одной из главных проблем по-прежнему остается неподпадание под нужные критерии. Так, для восстановления сохранившегося минарета конца X века, который был обнаружен в Казахстане, нет отдельной номинации. Историки ставят цель добиться ее создания. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В столице Татарстана в эти дни находятся тысячи гостей из 56 стран. Что делегаты говорят о значении форума и как оценивают работу нашей республики по сохранению культурного наследия, подробнее в нашем материале. Это мой первый визит в Россию и Татарстан. Очень хотелось бы поблагодарить за организацию этого мероприятия, теплую встречу, гостеприимство. Россия и Сирия имеют много общего со стороны культуры объектов. В вашей стране есть много интересного, чем вы должны гордиться. Предстал перед нами великий Болгар, Свияжск. Ну и я думаю, что еще не все. Очень внимательно слушал вчера выступление Митимира Шариповича Шаймиева. Он говорил, что за это время, пока Татарстан подавался на вот эти номинации, сложились очень хорошие коллективы профессионалов. К этому относятся здесь с большим вниманием, уважением и доводят до людей, до общественности не только Татарстана, но и всей мировой. Это мой второй визит в Россию и первый в Татарстан. Я чувствую теплый прием, гостеприимство и этот большой вклад в организацию. Слышал очень много и про Болгара, про Свияжск, и про то, что в Елабуге сделано, меня очень коллеги хвалили и рассказывали. В Кремле я был, это чрезвычайно интересно, и я с удовольствием там вчера подробно погулял и все посмотрел. Форум еще не закончился, но сама постановка проблем очень важная. Но мне кажется, то, что меня лично очень волнует, чтобы здесь обсуждались не только вопросы каких-то конкретных шедевров, которые должны остаться в памяти человечества, но с тем, чтобы это были ответы на вопросы, связанные с местом человека в мире, чтобы они носили концептуальный характер. Аномальные холода превратили улицы городов в катки. Почему вместо того, чтобы откалывать лед от тротуаров, коммунальщики третью неделю засыпают их тоннами песка, читайте в интернет-газете «Реальное время». В 2 раза больше обращений поступило в народный контроль в этом году по ошибкам на вывесках на татарском языке. 6500 фактов в 33 районах. Сегодня в Казани подвели итоги республиканского конкурса по выявлению ошибок в названиях и аншлагах. В нем участвовали 29 человек, 9 стали победителями. Они прислали наибольшее количество фотоматериалов о некорректно написанных названиях. Больше всего призеров из Набережных Челнов, Казани и Чистополя. Итоги конкурса сегодня подвел руководитель комиссии при президенте по родным языкам Марат Ахметов. Очень рад, что у нас много небезразличных людей к этой проблеме. Хотя этих проблем очень много, особенно в городах, в районных центрах. Каждый объект новый появляется, там, безусловно, появляются какие-то вывески, объявления. И, между прочим, вот, что обидно, продолжаются те же ошибки. Но ошибки были в основном в юридической информации, где фактически адрес вместо Урамы писалась улица в татарском. Ну, бывало отсутствие на русском языке режима работы. То есть некоторые заведения, в основном в пригороде, только на татарском языке режимы были. Я смотрю, на русском нету перевода. Сегодня в Казани наградили лучших спортивных журналистов. Республиканский конкурс «Динамо. Сила в движении» проводился в честь предстоящего столетия Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Сейчас в своих рядах оно объединяет 26 коллективов, представляющих почти все силовые ведомства. Это 25 тысяч человек. Татарстанская «Динамо» с 1998 года возглавляет Азгат Сафаров. Сегодня победителями стали 13 журналистов и творческих команд. Среди них ТНВ и корреспондент Татарстан Хаберларе Ильдар Сафиулин.
Спасибо тем журналистам, тем активистам, которые всегда живут идеями здорового образа жизни, патриотизма, потому что мы всеми этими вопросами занимаемся, потому что без этого, наверное, и невозможно. Наш телеканал готовит новогоднюю премьеру мюзикл «Хасите». Сюжет фильма разворачивается вокруг татарского женского драгоценного украшения. Потеря семейной реликвии – сильное потрясение для семьи. Главные роли в музыкальном проекте исполняют знаменитые артисты татарской эстрады: Салават Миниханов и Гюзалем, Булат Хисматов, Гузель Идрисова, Ильгиз Шейхразиев, актриса Камаловского театра Дания Нурулина и многие другие. Минувшей ночью прошли съемки финальной сцены. О том, что на площадке объединяло гоночную команду КамАЗ-Мастер и Деда Мороза, и как артисты сравнивают процессы съемки клипа и мюзикла, в репортаже Лилии Ибнеевой. Сцена 28, кадр 1, дубль 1. Работаем! Масштабы мюзикла «Хасите» поражают. Сегодня 30-й день съемок, точнее 30-я ночь. В 20-градусный мороз на 3-й транспортной дамбе перекрыто движение. На площадку заезжает только синяя армада. Специально для участия в съемках музыкального фильма в Казань приехала команда КамАЗ-Мастер. Гоночные автомобили, которые преодолели песчаные дороги Дакара, теперь не узнать. Их украсили огоньками, новогодними игрушками. Теперь они главные герои финальной сцены, символы приближающегося Нового года. Во главе новогодней колонны российский автогонщик, пятикратный победитель ралли Дакар Эдуард Николаев играет важную роль – Деда Мороза. В подобном проекте участвует впервые и признается, ездить по неровным дорогам пустыни гораздо легче, чем играть. Интерес в том, что Дед Мороз едет на спортивном грузовике, не на санях, как обычно, со Снегурочкой, а со Снегурочкой на спортивной машине. Самое сложное, наверное, войти в роль, как и на Дакаре, это стартануть. Вот. А когда ты уже вошел в роль и стартанул, дальше уже будет легче. Стоп! Съемки уже проходили в аэропорту имени Тукая, во дворце единоборств, на улицах города и в пригороде, также в Бавлах на знаменитом 2-часовом мосту. Прям масштабы работы здесь очевидны. То есть вы видите, что, во-первых, огромное количество людей задействовано в процессе, огромное количество служб, которые помогают в эту ночь ТНВ. Мы снимаем везде. Мы снимаем на границе Республики Башкортостан и Татарстан. Мы снимаем в аэропорту Казани. Мы снимаем в самых отдаленных районах Республики Татарстан. Мы снимаем уже вот это второй мост, да, на котором мы снимаем. В основе этой истории, которая охватила почти всю республику, лежит история спасения семейной реликвии Хасите. Это старинное татарское украшение с драгоценными камнями. Как раз перед Новым годом оно попадает в руки вора, роль которого играет Ильгиз Шейхразиев. Если до полуночи Хасите не вернуть в семью, Новый год не наступит. Чем завершится эта история, наш телеканал покажет в новогодний вечер. Что этим хотели сказать создатели мюзикла, с нами поделился автор сценария Альберт Шакиров. Пожелание помнить свои корни, уважать свою историю и, основываясь на этом, делая выводы, правильные выводы для себя, строить планы на будущее и всегда смотреть с оптимизмом и надеждой. Главные роли исполняют Салават Миниханов и Гузалем. На время съемок они отложили и семейные дела, и гастроли, и даже съемки своих клипов. У нас опыт в съемках клипа есть, у нас все там хорошо получается, потому что мы там не говорим, мы отыгрываем, да, но здесь нужно с текстом очень четко все отыгрывать, все хорошо говорить. И если где-то мы ошиблись, съемочная группа говорит стоп, то есть человек 15-20, и все заново начинаем. Мы учились в этот период ссориться. Да, нам говорят, еще жестче надо. На задний план просто огонечки, и все будет хорошо. Засветочка легкая должна. Режиссер-постановщик Олег Кондрашов следит за каждой деталью съемочного процесса. Каждый съемочный процесс, конечно, это всегда что-то непредсказуемое. Это всегда какой-то сюрприз. И в поисках решения той или иной проблемы, той или иной задачи по свету, по гриму, в актерском плане, то есть мы приходим к еще все более усовершенствованному и более интересному сюжету. Новогоднюю премьеру мюзикл «Хасите» ТНВ покажет вечером 31 декабря. Лилия Ибнеева, Данил Филатов, Адель Меддубаев, ТНВ, Казань.
Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее прогноз погоды после 3-й серии теленовеллы «Алмаш». Не пропустите. До встречи. Как бы ни было зимы, в городах и селах никогда б не знали мы этих дней веселых. Здравствуйте! Еще один морозный, но ясный день обещают нам синоптики в ближайшие сутки. Предновогодние скидки в Данил Мастер минус 20% на заказ любой корпусной мебели только до конца декабря. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг в Бугульме, Павлах и Азнакаево небо очистится от облаков, а днем выглянет солнце, температура ночью до 21 градуса мороза, а днем ожидается около 15 градусов ниже 0. Ясная погода без осадков прогнозируется в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью морозно до минус 19 градусов, днем около 14 градусов ниже 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в ночное время до 20 градусов мороза, а днем около 15 градусов ниже 0. Вероятность осадков минимальная. Малооблачная погода в Варске, Кукмаре, Балтасе ночью около 16 градусов со знаком минус, а днем 14 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске ясно и без осадков, днем до 13 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше малооблачно и тоже без осадков, ночью до 21 градуса мороза, днем 14 градусов. В пятницу на погоду начнет оказывать влияние северо-западный циклон, пройдет снег, а морозы начнут ослабевать. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром. Подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В Казани ясная погода, ночью ожидается всего 16 градусов мороза, в низких местах до минус 20 градусов, а днем 14 градусов со знаком минус. Ветер южный, умеренное атмосферное давление повышенное, 772 мм ртутного столба. Влажность воздуха 83%, магнитное поле Земли неустойчивое. Уже декабрь, и потому зима соскучилась по снегу, как я соскучился по смеху, по-твоему. Декабрь хорош тем, что обязательно кого-нибудь встретишь. В крайнем случае, Новый год. В студии был Илья Андреев. Я желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми. Здоровья вам и сил.